Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас тема строение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Цель обучения – устанавливать связь между структурой дезоксирибонуклеиновой кислоты и ее функцией. Цель урока – сформировать у учащихся умение объяснять строение и структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты. Учащиеся могут правильно использовать в речи ключевые термины, как ДНК, молекулярная биология, первичная и вторичная структура ДНК. Объяснять данные понятия. Что такое ДНК? Наше тело состоит из примерно 100 триллионов клеток, и в каждой клетке, за исключением совсем немногих, есть ядро. И каждое ядро содержит в себе 46 хромосом. Только в половых клетках их 23, и каждая хромосома состоит из 2 молекул ДНК. ДНК настолько огромная, что если соединить последовательно все ДНК одного человека, то эта длина 1000 раз превзойдет расстояние от Земли до Солнца. К примеру, возьмем хромосому, одну из 46 штук, и раскрутим ее, и увидим, что хромосома состоит из 2-цепочной молекулы ДНК. ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, это биополимер, составляющий молекулярную основу жизни. Все живые организмы имеют геном, который состоит из ДНК. Остановимся на структуре ДНК. Молекулы ДНК состоит из мономеров нуклеотидов. Нуклеотидов в молекуле ДНК всего 4. Аденин, тимин, гуанин, цитозин. Нуклеотиды, в свою очередь, состоят из 3 частей: пятиуглеродного сахара, азотистого основания и фосфорной кислоты. Сахар в составе ДНК – это дезоксирибоза. Азотистое основание – это и есть аденин, тимин, гуанин и цитозин. И фосфорная кислота. Нуклеиновые кислоты и называются кислотами, потому что содержат фосфорную кислоту. Таким образом, 4 нуклеотида, расположенных друг напротив друга, образуют 2 цепи, которые скручиваются подобно винтовой лестнице. Определенная часть ДНК от 6 до 6 называется геном. Ген несет в себе зашифрованную в виде последовательности нуклеотидов информацию о строении белка. Уровни структуры ДНК. Первичная структура ДНК – это последовательность расположения нуклеотидов и полинуклеотидной цепи ДНК. Вторичная структура ДНК стабилизируется водородными связями между комплементарными парами оснований и представляет собой двойную спираль из 2 антипараллельных цепочек, закрученных вправо вокруг одной оси. Общий виток спирали 3,4 нанометра. Расстояние между цепочками 2 нанометра. Как шифруется информация? Например, участок ДНК имеет такую последовательность нуклеотидов: гуанин, цитозин, аденин, аденин, гуанин, аденин, гуанин, аденин, тимин, аденин, аденин, тимин, тимин, гуанин, тимин. Вот эти 3 гуанин, цитозин, аденин. Вот эти 3 расположенных нуклеотида называются триплетом, и они кодируют одну аминокислоту. Вот у вас на экранах обведено
создавшаяся аминокислота желтым кругом обведено. Из этих аминокислот состоят белки. История развития ДНК. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предложили пространственную модель структуры ДНК и получили за эту работу Нобелевскую премию. Но первооткрывателями нуклеиновых кислот был Фридрих Йоганн Мишер, швейцарский ученый, который работал в Германии. В 1869 году Мишер занимался изучением животных клеток лейкоцитов. Для получения лейкоцитов он использовал гнойные повязки, которые ему доставлялись из больниц. Он брал гной, отмывал лейкоциты и выделял из них белок. В процессе исследований Мишеру удалось установить, что кроме белков в лейкоцитах содержится еще какое-то неизвестное вещество. Оно выделялось в виде нитевидного или хлопьевидного осадка при создании кислой среды. При добавлении щелочи этот осадок растворялся. Исследуя препарат лейкоцитов под микроскопом, Мишер обнаружил, что в процессе отмывания лейкоцитов соляной кислотой от них остаются ядра. Он сделал вывод, что в ядрах имеется неизведанное вещество, то есть новое вещество, которое он назвал нуклеином, от слова «нуклеус» – ядро. Кроме этого, по данным химического анализа, Мишер установил, что это новое вещество состоит из углерода, водорода, кислорода и фосфора. Фосфороорганических соединений в то время было известно очень мало. Поэтому Мишер пришел к выводу, что открыл новый класс соединений в ядре. Так, в XIX веке стало известно о существовании нуклеиновых кислот, но тогда никто не мог предположить, какая огромная роль принадлежит нуклеиновым кислотам в сохранении разнообразия наследственных признаков организмов. Кроме этого, при развитии ДНК открытие сделали Эдвин Чаргов, изучил нуклеотидный состав нуклеиновых кислот. Розалинда Франклин установила двухцепочечность ДНК. Ребята, давайте мы повторим термины, которые мы сегодня прошли. Нуклеиновые кислоты – это биополимеры, которые состоят из мономеров нуклеотидов. В состав нуклеотидов входят три основные части, а именно пятиуглеродный сахар, пентоза, азотистые основания и остаток фосфорной кислоты. В зависимости от природы пентозы различают ДНК и РНК. ДНК является универсальным источником и хранителем наследственной информации, которая записана с помощью специальной последовательности нуклеотидов. Она определяет свойства всех живых организмов. В состав ДНК входят аденин, цитозин, гуанин и тимин. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. Надеюсь, что тема вам понравилась. Вы открыли для себя что-то новое. И домашнее задание к этой теме будет выучить определение и просмотреть справочный материал, данный в этом видеослайде. Спасибо за внимание. До свидания.